Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня воскресенье, у нас минус 14. Немножко ветер, солнышко, погода ясная, прекрасная, а воздух чистый-чистый. Красота. У нас уже почти зима. Выпал снег, все подморозило. Винограды, розы я закрыла, успела. Вот так я их закрыла. Укрытным материалом двойным. Полностью. Тут винограды, а здесь розы. Вот мой огород. Выпал снег. А вон там солнышко выходит. Видно, да? Небо чистое-чистое. А кур я закрыла здесь, в сарайчике. Здесь им тепло. Это место, где жили маленькие козлята. А вот козы, Дашу и 2 козлят я продала. Дашу не хотелось, конечно, продавать, но уж больно очень просили. Сказали, нам с сегодняшнего дня надо доить. Машу оставила. Из маленьких вот 1 козленок только остался. Не знаю, как зовут их, я уж всех перепутала. Что, тебя обижают, да? Кушайте. Сейчас их 3 остались. Ну, мне одной Маши хватает. Для теста молока. Дети молоко не пьют. 2 литра сейчас дою. А летом, когда траву свежую кушала Маша, 3 литра давала. Вот такие новости у нас. Покупал у меня их одноклассник мой. Испекла я вчера пирог. Этот пирог у меня с смородиной. А этот пирог у меня с вишней. Вот я вам вкратце хозяйство свое показала. Меня позвали на Коран. Поеду туда. Где-то к часу надо подъехать. Я готовилась. Я буду раздавать вот таких платков, которых заказала у любимого Василька. Такие платки я буду раздавать женщинам, бабушкам. А мужчинам я буду раздавать вот таких теплых махровых носков. Я вчера Юля с Салаватом ездили в город, одевали детей на зиму уже. У них куртки малы стали. В прошлом году только покупали еще. В этом году пришлось им заново одеть детей, потому что дети за лето подросли. Вот Юлька мне таких привезла носков. А еще хочу сказать, одна подписчица мне пишет, вот таких платков что-то вам только что ли они присылают? Что-то я смотрю, там нету. Да, уважаемая моя подписчица, таких платков быстро разбирают. Они не залеживаются, они практичны. После стирки они качество не меняют. Вот таких платков можно Коране раздавать. Они после стирки качество не теряют, не линяют и красиво, удобно. Вы почаще в сайте посмотрите. Если увидите, сразу закажите. Мне один раз прислали остатки 6 штук, другой раз вот прислали мне только 9 последний раз. Люблю вот такие платки на Коране раздавать. Вчера мы ездили к Салавату маме в гости, в баню, купались там. И там одна родственница ее мне подарила вот такой красивый платок. Я, наверное, на Коран одену. Под цвет будет, дай мне к платью.
Платок мне очень понравился. Спасибо ей большое за внимание. Я люблю платки. В основном я ношу мамины платки. Вот все блестящие, и белые, фиолетовые, и синие платки моей мамы. А в прошлом влоге я рассказала вам, что дети пока на неделю учатся, а внучек отправили на каникулы. У нас тоже переделали. У нас тоже с понедельника мои мальчики пойдут отдыхать. Пока на неделю. Не знаю дальше как будет. А дистанционку я слышала. Возможно, что до февраля будут продлевать. У нас тоже вирус прибавляется. Заболевших много. За сутки в Башкортостане больше 100 человек заболевают. У нас перчаточно-масочный режим. Тоже опасно даже выходить, но в гости входим, но там количество людей мало. В маске все ходим, ездим. Но пока все свои. Опасно, конечно, заболеть. Дети наши вирусоносители маленькие. Мы заболеем, это будет очень плохо. Не дай бог, и дети заболеют. А у мальчиков мама отработала смену, выехала. Я ей сделаю тоже карантин на 2 недели. Боюсь к внукам подпускать. Да и сама могу заболеть. Мало ли что она, если даже не болеет, она 3 дня ездит поездом домой и может где-нибудь прихватить и нас заразить. Поэтому я очень боюсь. Возможно, и предложим даже, чтобы она сдала здесь анализы на вирус. Так, наверное, будет лучше, я думаю. Пока мы не болеем. Не дай бог заболеть, конечно. И вы, мои подписчики любимые, не болейте, старайтесь. Если кто-то заболел, скорейшего вам выздоровления. Я считаю и ВКонтакте, и в комментариях, что мои подписчики тоже болеют, кто-то выздоравливает. Конечно, говорят, очень тяжелая болезнь, дышать невозможно, легкие поражает. Это очень опасно. Да, у нас тоже есть люди, умирают. Жалко. Недавно умерла 59 лет одна женщина. Мы даже не ожидали. Вот. Даже же не знаем. Симптомы разные. Поэтому даже не знаешь, болеешь, не болеешь. Сейчас кто-то говорит, что ухо залаживает. Раньше запах не чувствовали. Температура была. Сейчас у всех по-разному. Даже кто-то запах чувствует, у кого-то температуры нет. Все говорят по-разному. Поэтому быть осторожными нам всем. У нас в больницах тоже очень много людей. Не обязательно там приходят с вирусом. Приходят простудой, ОРЗ. Очень много детей болеют. Я своих сейчас уже в парк не пускаю. У нас уже детям нельзя без сопровождения на улице ходить. Они играют у меня около дома. Хорошо, что я живу в своем доме. У меня дети могут во дворе или около дома гулять. Дышать свежим воздухом каждый день обязательно, чтобы не заболеть. Всем привет! Всем привет! Вот я приехала, ездила на Коран. Все было хорошо, мулла хорошо читал. Помянули всех усопших. Все хорошо. Гостей очень было много. Благополучно я приехала домой. Слава Богу, и дети остались дома одни. По телефону все время разговаривали. Но я была в Стерлибашеве, у себя в райцентре. За 3 часа у меня внуки успели соскучиться. Я приехала, они меня встречают, обнимают. Сейчас напоила их я чаем с гостинцами, вкусняшками. Слава Богу, дети хорошо сидели дома.
И я благополучно вернулась домой. Все у нас хорошо. Завтра понедельник, но дети в школу не пойдут, у них каникулы, слава богу. Будем отсыпаться, если сможем спать. Желаю вам всего хорошего, чтобы вы не болели, чтобы у вас в семье было хорошо, взаимопонимание, любви, чтобы дома было добро, не поддавались паникам из-за пандемии. Все будет у нас хорошо у всех, не будем болеть, не будем поддаваться паникам. Все будем беречь себя. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока, до следующих встреч.